Всем привет, друзья! Вы снова на канале Поясни за ММА. Кто бы мог подумать, что Хамзат Чимаев так быстро прогремит на весь мир, что он сходу станет любимчиком Даны Уайта и через пару месяцев даже возглавит турнир UFC. Нехило, правда? Но то, что я скажу дальше, даже не сравнится с тем, что он покорил на данный момент. Хамзат Чимаев шокировал всех, включая Хабиба и Дану Уайта, своим безумным предложением, которое глава UFC ради любимчика вполне может реализовать. Как вы думаете, что это? Интересно? Тогда, братья, с вашего позволения, я попрошу вас прожать кнопку лайка, и это не просто так. Я знаю, что вы просите выпускать ролики каждый день. Если мы соберем под этим роликом 6000 лайков, то я обещаю, вплоть до нашего обзора Хабиба против Гейджи, ну а также после него выпускать видосы каждый день. Да-да, это будет для меня непросто, но ради вас я готов это делать, но только если вы меня замотивируете. Договорились? Я свое слово держу, прожимай, а теперь погнали! Начнем мы с новости о том, что Хабиб подтвердил, возможно, будущий бой с GSP, которого, безусловно, ждет весь мир. Да, это плохо, что Сен-Пьер постарел. По-моему, ему 40 лет будет. Я думаю, что в таком возрасте тяжело согнать вес, чтобы конкурировать на высоком уровне. Я не знаю, какой он выбор сделает, но если он согласится, UFC сделает все, чтобы он вернулся в октагон. На несколько фунтов можно подняться, но в полусреднем весе драться смысла нет, потому что он там уже выигрывал пояс и защищал его. Какой смысл ему там драться? Сейчас Сен-Пьер хочет спуститься и выиграть в 3 весах. Я думаю, только в этом смысл нашего боя. Мы с ним общались по этому поводу, мой отец был его фанатом. Да и я тоже являюсь его поклонником, у нас с ним хорошие отношения. Я знаю, что он всегда болеет за меня, это невероятно круто. Братья, как вы считаете, возможен ли такой бой? Сможет ли старина GSP вернуться ради Хабиба? И кто из вас хотел бы посмотреть на этот бой? Прожимай лайк, если ты тоже, как и я, мечтаешь о таком поединке. И напиши, кто бы победил в этом бою. Буду с вами общаться под роликом. Кстати, мой дорогой друг, ты, наверное, спрашиваешь себя, где посмотреть этот бой? Все просто. Мы все обязательно первыми выложим в нашем телеграм-канале «Поясни за ММА». Для вас там просто рай всех главных новостей UFC, обзоры боев, жаркие новости, без спама и всякой ерунды. Поэтому прямо сейчас заходи в описание этого ролика и залетай в нашу братскую, бойцовскую семью. Либо слева внизу вы видите адрес, ну а мы продолжим. Как вы, возможно, знаете, Хамзат вместе с Даной за одним столом наблюдали за прошлым турниром UFC на Бойцовском острове. И он там находился не просто так. Они мило беседовали, фоткались для соцсетей, но самое важное, у Чимаева было предложение для главы UFC, после которого даже старина Уайт упал в осадок. Хамзат предложил устроить турнир в стиле old school, старая школа, а именно дать ему подраться за один вечер сразу с 3 бойцами и тем самым разозлить всех в UFC. Как вам такая идея? Если ему будут давать соперника из робкого десятка, то возможно он сможет удивить, ведь в каждом его бою он не пропускал ударов вообще, только вдумайтесь, вообще. Поэтому сейчас Дана Уайт находится в легком шоке и просто не знает, что делать дальше. Ну а после этого, как всегда, новость разлетелась по всем крупным источникам, и вчера, когда Хабиб давал интервью многим изданиям и был гостем различных шоу, он также прокомментировал стремление Хамзата. Мы бойцы, Хамзат боец. Я чувствую себя чемпионом, и я уверен, что он тоже чувствует в себе силу и хочет ее полностью реализовать. Он уже известен, его первые бои удивили всех, в том числе и меня. Не знаю, что он задумал с UFC Данной, но Хамзат финишировал всех своих оппонентов, причем без особых усилий. Братья, как считаете вы, способен ли Хамзат в будущем стать чемпионом? Какое у вас отношение к чеченскому викингу? Напишите в комментариях. Ну что, друзья, это все на сегодня. Хочу сказать каждому спасибо за ваши лайки и комментарии. Правда, это очень важно для меня. Я всегда с вами общаюсь под роликом. И не забывайте, я готов делать видосы каждый день. Поэтому смело прожимай подписку на канал и жду всех завтра. Всех обнимаю. Пока-пока.